Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 6 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкелей. Сегодня вторник, 20 декабря, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайки под этим видео, подписаться на нас в YouTube и в Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Мы признательны вам за вашу поддержку. В описании вы найдете ссылку nokta.md поддержать Nokta, по которой вы можете делать пожертвования нашему новостному порталу. Там описан способ, как сделать разовое пожертвование. Если вы хотите стать нашим патроном, то в описании к этому видео вы также найдете ссылку на наш аккаунт в Patreon. Ну а мы переходим к темам сегодняшнего выпуска. В первой части выпуска мы поговорим с штатным советником главы Одесской областной военной администрации Юрием Демчогло об инициативе переименовать улицы, переулки, площади и некоторые села на территории Болградской объединенной территориальной громады в Одесской области, как части процесса возвращения исторических названий и избавления от советского прошлого. Во второй части выпуска мы поговорим с исполнительным директором Ассоциации независимой прессы Петром Маковеем о решении комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить действие лицензий 6 пророссийских телевизионных каналов на период действия режима чрезвычайного положения в стране. В третьей части выпуска мы поговорим с депутатом парламента от ПАС и председателем парламентской комиссии по здравоохранению Даном Перчуном об инициативе правительства и парламента передать районные больницы в подчинение от районных советов к Министерству здравоохранения. Не переключайтесь, скоро вернемся. У нас на связи по скайпу господин Демчогло, штатный советник главы военно-гражданской администрации Одесской области. Господин Демчогло, здравствуйте, слышите ли вы студию? Добрый вечер, Авшам Хайролсун. Sizə Avşam xeyir olsun. Avşamırsınız canabin Demçoğlu. Şu laf içiydi Gagavuşa ama bizim аудиториямыз bizi bakar Rus dilinde de geçelim Rus diline. Тем более очень важный повод поговорить по-гагаузски. В Одесской области, в объединенной территориальной громаде, я так понимаю, да, Болградского района, есть инициатива переименовать некоторые топонимы, сооружения и села, даже улицы, переулки, вернуть им исторические названия. Ну, вы могли бы так поподробнее рассказать об этой инициативе, потому что она, мне кажется, очень интересной, особенно в контексте того, что происходит в Украине, да, то есть в процесс десоветизации. И если можно было бы вот здесь сегодня коснуться немножко и того, что происходит в Гагаузии, где мы, в Гагаузии не хотят пока отказываться от советского прошлого. Может быть, пример Одесской области и Болграда станет для нас таким заразительным и поучительным. Что происходит? Какова инициатива и в чем она заключается, господин Демчук? Вы знаете, инициатива почти 30 лет, больше 30 лет Украина независимое государство. И ничто так не повлияло на окончательную экранизацию Украины и восстановление исторической справедливости, как российская агрессия. То есть до 24 февраля прошлого года в Украине были улицы маршала Жукова, там, российских писателей, поэтов, прочее. То есть первый этап был после 2014 года, когда Украина приняла решение о декоммунизации, то есть были убраны названия коммунистических символов, там, Великой Октябрьской революции, Ленина и тому подобное, прочее. То есть это был процесс, начался в 2014 году. Но после 24 февраля сегодня украинские города и села потихонечку уходят от вообще русских названий. То есть, к сожалению, стартом к этому дала именно Российская Федерация, российская агрессия. И сегодня кто не иной, как российское руководство толкает на то, чтобы Украина полностью дистанцировалась от российской действительности. Потому что сегодня, к сожалению, русский мир, он не был плохим. Русский мир, как бы были русские центры там до 2014 года, но 2014 год первый этап, а сейчас вообще ничего украинский народ
украинское государство не хочет ничего общего знать со своим агрессором. Как бы к этому плохо не относились многие, но поймите, что в Украине война. В Украине падают русские ракеты, падают русские под призывами русского мира, защиты русского мира, убиваются граждане, убивается гражданское население, рушится инфраструктура. Поэтому осознанно украинское государство идет на то, что вместо русских названий, точнее не русских, а связанных с русской историей, была украинская история. И в том числе и вот тоже, извиняюсь, простывший, о чем мы сегодня говорим, частичка буджакской истории является историей Украины. Поэтому на замену улицам Пушкина, Толстого, к сожалению, придут исторические названия, которые были, и герои, которые, там, например, сегодня мы там Михаила Чакира. Михаил Чакир это более близкий к гагаузам Одесской области, чем, извиняюсь, там Достоевский или там Гагарин. Понимаете? Мало того, я вам скажу, что вот, в том числе это повлияет и на села, потому что сегодня идет общественный опрос о переименовании, например, села Курчу, села Виноградовка в село Курчу. Потому что после территориальной реформы, которая прошла в Украине 2 года назад, вы знаете, появился большой Болградский район, который объединил Арцизский, Саратский и Болградские районы. И в новостворенном, новом созданном Болградском большом районе теперь 3 Виноградовки. Была Виноградовская, Болградская, есть Виноградовская, кстати, историческое название Бургуджи в Арцизском районе. Село Виноградовка Арцизского района имеет историческое название Бургуджи. Село Виноградовка, которое дано было в советское время, Болградского района, имеет историческое название Курчу. Поэтому жители села ставят вопрос, во-первых, путаются. Село Виноградовское, Болградское, какой? 3 Виноградовки Болградского района. И это шанс вернуть историческое название Курчу, которое близко было. И то есть это название использовали и болгары, и гагаузы, и украинцы, которые проживают в Болградском районе. Все знают, что это Курчу. Виноградовку называли его только официально. И в этом же селе, не только в этом селе, а это происходит и в Килийской громаде, там есть 2 гагаузских села. Там то же самое, есть село Еникей, его сегодня официальное название пока Новоселовка. Но Новоселовки есть и в Саратской громаде, и впрочем, Новоселовок очень много. А Еникей, оно одно. Ну, то есть это тут получается параллельно, да, вы возвращаете исторические названия, которые, я так понимаю, были изменены в советское время. А да. Другой процесс — это параллельное избавление от, ну, скажем так, названий, которые были, ну, тоже названий, которые были, получается, названия улиц и так далее, и демонтаж тех же самых памятников. Но меня интересует другой вопрос. Как местное сообщество к этому относится? Как проходит этот процесс? Пока двояко. Я вам скажу, потому что посмотрим, общественный опрос идет, продолжается, есть анкета, которая и в онлайн-режиме жители села могут подавать. То есть это общая анкета, она может, который предложил как бы местный совет, муниципалитет, совет Болградской объединенной громады. И там есть предложение, и люди тоже могут предложить свой вариант названия улицы. Например, там, вы знаете, извиняюсь. Не, без проблем, конечно, понимаю. Ивана Каракаша, заслуженного юриста Украины, проректора Одесской юридической академии, человек, который был в основе, который уложение, как один из авторов уложения о правовом статусе Гагауз-Ерей. То есть это человек уроженец села Курчу, и в честь него хотят назвать улицу. Я не помню, там Пушкина или какая там улица. То есть один из вариантов. То есть люди, как правило, хотят назвать название улиц выдающимися личностями, уроженцами этих сел.
Ну, Или же это... вот в некоторых группах есть те, которые погибли за независимость Украины. Есть вот, например, в селе Старый Троян, в Гагаузском селе есть Троян, одно из сел, уже есть решение, практически этот вопрос 99% решен. На прошлой неделе мать погибшего Федор Каракостантин, он погиб не в этой войне, он погиб на Донбассе в 17 году, насколько я помню. Я был на его похоронах. Это лейтенант, десантник, который буквально 2 месяца после выпуска с академии погиб недалеко от Донецка. В честь его будет названа улица, уже количество голосов набрано. Мало того, мать погибшего героя дала свое согласие на переименование улицы. А как это, везде это проходит только голосование в Совете? Проходит первый этап через общественные слушания. Сначала инициативная группа, потом общественное слушание, там по закону, насколько я помню, там 45 дней. То есть есть предварительное решение Совета местного, потом дается на общественное слушание определенный срок, и после итоги этих общественных слушаний идут на утверждение. После утверждения с этого момента улица уже считается переименованной. После утверждения в той же Раде, да, местной Раде, получается? В той же Раде уже решение общественных слушаний. После решения общественных. Хорошо, а вот как бы вы вначале упомянули, и мы как бы долго говорим об этом, о том, что идет война, и об этом нужно говорить. Вот в Республике Молдова сейчас, вы знаете, приостановили лицензию нескольких телевизионных каналов. Там тактика, у них тактика, да, они сначала как бы дезинформировали, напрямую давали речи того же Путина, это я сейчас говорю о молдавских каналах, да. Потом получили несколько предупреждений от Координационного совета и перестали давать как бы официальную российскую пропаганду напрямую. Но при этом что начали делать? При этом перестали говорить о войне вообще. И вот у нас в Гагаузии тоже предпочитают о войне не говорить. Вот потому что предпочитают говорить о каких-то там социальных проблемах, бытовых проблемах, да. Вот что бы вы им сказали? Нужно ли говорить о войне сейчас и вот в нынешнее время приступать к таким вопросам, как переосмысление исторического прошлого? Я прежде всего говорю, то есть хотел бы, чтобы вы, ну, может, если есть возможность, обратились к нашим, получается, собратьям здесь в Гагаузии или властям, которые пытаются игнорировать эту тему, такое ощущение, что она вообще не существует. И вопросы исторического прошлого тоже каким-то образом и игнорируют, да, то есть, что бы вы им сказали, господин Демчугу? Вы знаете, к сожалению, те каналы, сегодня Россия агрессор. Сегодня руководство России сделало историческую большую ошибку. Еще в 2014 году, пойдя против всех международных законов, аннексировав Крым и начав конфликт на востоке Украины, спровоцировав конфликт на востоке Украины. Но самая большая глобальная историческая ошибка, она сделана 24 февраля. И, к сожалению, за нее будут расплачиваться многие поколения россиян, российских жителей. Сегодня, зная настроение в украинском обществе, люди, которые любили, уважали, там, гордились даже своими российскими корнями, сегодня воюют с оружием в руках против своей исторической родины России. Даже люди, которые, я вам скажу, есть очень много таких фактов, которые даже родились в России, но они всю жизнь, там, последние 20-30 лет прожили в Украине, они сегодня воюют, будучи этническим русским, они воюют, не зная украинского языка, они воюют за свое государство, гражданами, которыми они являются. Поэтому я призываю жителей Гагаузии, граждан Республики Молдова, быть гражданами своей страны, не чужой страны, а быть гражданами своей страны в первую очередь. Страна, которая дала статус автономии, да. И гагаузский народ исторически как бы шел к этому, но гагаузский народ прошел очень много трагических этапов, и я не хочу, чтобы гагаузский народ, приняв сегодня не свою историю, сделал неправильный шаг.
гагаузский народ не должен забыть голод 46-47 годов, когда от 30 до 50% населения сел, некоторых сел погиб созданным искусственным голодом. По-моему, тоже Курчу, да, по-моему, потеряло 60%, если я не ошибаюсь. Это соседнее село Балбока, котловин Ренийской громады. Оно 60% населения села потеряло, и село, население его, которое было в 1946 году, так и не восстановилось после этого. То же самое, многие села Гагаузии очень пострадали. Это все действие тогдашней власти. То же самое, как бы мы олицетворяем как преемник Советского Союза, Россия. Но русский мир, точнее советский мир, он не такой и был сладок. Мало того, вот многие говорят, вот русские нам дали землю. Так на этой земле никто не хотел жить. Понимаете, это мы еще одолжение сделали, что мы на этих землях шла 300 лет война. Она переходила из рук в руки. На этих землях российская власть, тогдашняя имперская власть, недаром позвала сюда не только гагаузов, всех посадились и швейцарцы, и македонцы, и даже немцы и французы приезжали сюда селиться. Потому что, да, большой плюс сделали, дали освобождение от налогов, от воинской повинности, но кто знает хорошо историю, в Авдарминский музей, эта земля бесплатно нам не далась. Все наши предки за эту землю заплатили государственную пошлину в российскую казну, и немалую. Потому что земля давалась бесплатно, но если ты ее хотел оформить на нее право собственности, ты должен был за каждую десятину заплатить государственную пошлину. И по тем временам не маленькую, которая равнялась там 2-3-годичным урожаям. Тоже наши предки эту землю выкупили, заплатили за нее деньги, а ее успешно в 1940 и 1944 году отобрала советская власть путем коллективизации частной собственности. Об этом не говорят. Понимаете? Об этом надо говорить. И о голоде, о том, что наши предки на этой пустынной степной земле сделали их красоту. Наши предки это сделали. Наши предки за эту землю заплатили, а у нас ее отобрали в 1940-1944 году. И у нас есть намного, в наших краях, в наших селах есть свои герои. Мы сегодня не можем, понимаете, гагаузская автономия была создана для того, целью беречь гагаузскую культуру. Научный центр должен заниматься гагаузской культурой, восстановлением и работать в архивах, во всех архивах Стамбула, Анкары, Софии, Бухареста. Не только в архивах Москвы, как мы работали в архивах Москвы, а во всех международных архивах. Нам нужна полная информация о историческом пути гагаузов. Все, что осталось в Османской империи, все, что осталось в Болгарии, все, что осталось в Румынии. В Гагаузии надо было исторически создать научный центр и командировать на месяц, на 2, на полгода научных советников, научных руководителей в каждую эту страну. И сидеть там в архивах месяцами. Как государство Израиль в каждой стране в свое время, когда государство Израиль создано, она в каждой стране десятилетиями брала архивные материалы об истории своего народа. В каждой из этих стран. Мы очень глубоко ушли, но факт то, что Гагаузия, история Гагаузии должна быть полномерной, а не однобокой. Мы все исторически признают, что мы тюркский народ. А не как мне говорят некоторые на митингах Гагаузии, без русскоязычного. Понимаете? Какие мы русскоязычные? Это плевок в сторону своих предков, понимаете? Которые многие из них не говорили никогда по-русски. Да, мы знаем русский язык, и это хорошо, но мы должны знать и язык. Тогда это было наше государство, в котором мы родились. Я родился в Советском Союзе. Но сегодня наше государство, Республика Молдова, у нас Украина. И поэтому новая генерация гагаузов в Украине прекрасно говорит по-украински. У них нет уже проблем говорить по-украински. Для меня чуть сложновато, потому что я заканчивал советскую школу. Но я тоже поставил себе за мету и навчился українською мовою за останні 10 років.
Понимаете? И прекрасно сегодня говорю на украинском языке. Это не проблема. Сегодня выучить украинский язык, потому что он, понимаете, сегодня я знаю, вы знаете, у меня индусов, которые прекрасно говорят по-украински. Главное желание. Главное желание. Украинский язык, он легкий язык. Тем более, если ты знаешь русский язык. Ну, румынский тоже несложный, поэтому главное желание. Вы знаете, eu avem foarte bine învățători la școală la Tămai. И она меня неплохо научила тогда еще либо молдавянски, поэтому я до сих пор это помню. Если у тебя хорошие учителя, хорошая история и желание, ты выучишь любой язык. Главное не упираться этому, а хотеть этого. Ну, я надеюсь, что те исторические процессы, вернее, те важные процессы, которые обретение или восстановление исторической памяти, которые происходят в гагаузских селах в Украине, в том числе при вашей инициативе и при инициативе ваших соратников Ивана Комсомона и Василия Килиогла, я правильно понимаю, потому что они тоже являются частью этой инициативы, они рано или поздно начнутся и в Гагаузии тоже. Надеемся, что это время настанет как можно быстрее. Сегодня общественные организации гагаузские все оплатились, потому что для нас это шанс вернуть исторические названия нашим селам. Вы имеете в виду в Одесской области, да, в Украине? Да, в Одесской области, в Украине, все гагаузские общественные организации Украины объединились и поддерживают это. Сегодня мы ведем работу и в селах, но то же самое, вот как вы в одном из репортажей своих говорили, в Гагаузии было историческое народное движение Гагаuz Халкы. Вот оно несло очень правильно, оно сделало свой правильный шаг. Но, к сожалению, когда оно должно было держать и марку дальше. К сожалению, и руководство Гагаузии в свое время не захотело поддержать ту марку Гагаuz Халкы, поменяло чуть направление. И Гагаuz Халкы должно, я считаю, перевозродиться в данной ситуации и показать в рамках конституционного поля Республики Молдова, сделать повторный Гагаuz Халкы 2. Ну, надеемся, этот процесс запустится. Но прежде всего желаем Украине победы в этой войне, и тогда все процессы, я думаю, пойдут сами по себе. Перемога будет за нами. Все будет Украина. Все будет Украина. Спасибо большое, господин Демчогла, и приятного вам вечера. Спасибо. Взаимно. Друзья, я предлагаю коснуться еще одной очень важной темы, которая, в принципе, не утихает последние несколько дней. Это решение комиссии по чрезвычайной ситуации, Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации о приостановлении лицензии 6 телевизионных каналов. Все телевизионные каналы так или иначе аффилированы с Шором и с Россией, потому что ретранслируют, получается, национальные федеральные телевизионные каналы. Это вызвало определенный скандал в социальных сетях, пока только в социальных сетях, и обвинение в цензуре. Вот цензура это или защита информационного пространства, потому что эти каналы, понятное дело, это общеизвестный факт, есть куча мониторингов, которые показывают, что они просто манипулируют общественным мнением, и манипулируют общественным мнением не только в пользу определенных политических сил, но и в пользу Российской Федерации. Вот что это? Это защита информационного пространства от тлетворного влияния пророссийских средств массовой информации или это цензура? Я предлагаю поговорить об этом с гостем сегодняшней передачи Петр Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы. Господин Маковей, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте. Ну, господин Маковей, как вы оцениваете это решение? Вот это цензура или это защита информационного пространства? Ну, это однозначно не цензура, и нужно понимать, что такое цензура. В данном случае я воспринимаю это как первый шаг к защите молдавского информационного пространства от влияния российской пропаганды, в первую очередь. И не секрет ни для кого, и вы это тоже сказали сейчас, что общеизвестно, что эти телеканалы являются, в принципе, рупорами российской пропаганды. И это было видно очень ясно в первые дни начала войны России против Украины, когда эти каналы, по большому счету, представляли позицию России. И даже всем помните тот факт, когда одно из этих телевидений ретранслировало, в принципе, почти часовой дискурс президента России Владимира Путина, в котором
в котором они продвигали свои нарративы и обвиняли Украину в нацизме и во всех остальных грехах и разную фейковую информацию продвигали. Далее, когда против них были предприняты какие-то меры со стороны Совета по телевидению и радио, и они были оштрафованы за нарушение статей Кодекса телевидения и радио, который предусматривает равноудаленное плюралистическое представление информации, некоторые из этих каналов просто-напросто они забыли о существовании войны в соседнем государстве, войны России против Украины. И, кстати, то есть они перестали транслировать российскую официальную позицию, но и войну никак освещать не стали. Войну никак не освещали или освещали очень пространно события, которые происходят. Допустим, телеканал РТР сейчас настаивает, то есть они продвигают активно ту позицию, что Россия хочет мира, а президент Зеленский и Украина отказывается от переговоров. И это, конечно же, неправильно информировать, это дезинформация, по сути, если не представлять контекст, в котором все это происходит, с одной стороны. С другой стороны, это телеканалы, которые финансируются из непонятных источников, нетранспарентных источников. В большинстве своем эти телеканалы аффилированные Илану Шору, как вы говорили, а это человек, который находится под следствием, которого, напоминаю, суд первой инстанции приговорил за коррупцию к длительному сроку заключения, а его адвокаты уже несколько лет успешно тормозят и принятие окончательного решения со стороны апелляционной палаты. Затягивают судебный процесс, да? Затягивают судебный процесс. Затягивают судебный процесс под разными выдуманными предлогами. И однозначно, что он использует свое влияние и свои финансы, украденные из банковской системы Республики Молдова, для того, чтобы продвигать и не только себя, но и пророссийскую позицию, потому что Илан Шор стал сейчас основной картой Российской Федерации в Республике Молдова. Если мы раньше говорили о том, что Игорь Додон и партия социалистов являются как бы представителями России в Республике Молдова, то сейчас однозначно, и он сам это говорит, и российские каналы об этом говорят, представляя Илана Шора как пророссийского политика. И через эти протесты, которые он успешно организует за деньги, несколько месяцев уже в Кишиневе и в некоторых городах Республики Молдова, они в принципе продвигают российскую позицию и пытаются дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова в контексте войны, которую Россия завязала в Украине, и в контексте энергетического кризиса, который отчасти тоже является следствием этой войны и позиции России в регионе. Ну, это такой общий тренд и у пророссийских телевизионных каналов, и у пророссийских политиков, говорит о том, что, в принципе, делать вид, что войны не существует, и тот факт, что в соседнем государстве идет война, и Россия идет с агрессией не только по отношению к Украине, а российская агрессия якобы на нас вообще никак не влияет. Это вообще здесь ни при чем, здесь совершенно другие причины внутреннего характера. Вот такой нарратив мы слышим и у политиков, и у каналов, то есть... Я так понимаю, в этом основная проблема, да? Я согласен с вами, но я хочу даже сказать, что то же самое происходит и на общественном канале Гагаузии. В новостях, в выпусках новостей ГРТ вообще войны не существует. Не было никаких новостей о войне. И я это знаю, потому что мы занимаемся мониторингом телевидения, публичного телевидения ГРТ. Когда? Мы последние 3 месяца мы это делаем, и мы замечаем, что по большому счету эта тематика полностью отсутствует в новостях. Даже тогда, когда на территорию Республики Молдова падали ракеты, которые являются прямым следствием этой войны, на ГРТ об этом вообще ничего не говорили. Более того, не в новостях, а в некоторых передачах, ток-шоу, которые есть на общественном канале Гагаузии, напоминаю, общественном канале Гагаузии, транслируются нарративы и месседжи пророссийских политиков из автономии без представления альтернативных точек зрения. И это тоже является огромной проблемой. По большому счету,
те 6 телеканалов, действие лицензий которых было приостановлено комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, они тоже в последнее время занимались манипуляцией через то есть они не рассказывали о войне, а это тоже является манипулированием общественного мнения, когда рядом происходит, на несколько километров буквально от Кишинева происходят военные действия и умирают люди, и все цивилизованное сообщество мира борется с войной России против Украины, а телеканалы замалчивают, это является техникой манипуляции общественным мнением. И в том числе за это эти телеканалы были оштрафованы Советом по телевидению и радио, а сейчас действие их лицензии приостановлено. С моей точки зрения, это оправданное решение молдавских властей, и я бы даже сказал, что оно запоздало, потому что война длится уже 300 дней. Да, сегодня 300 дней, кстати, да, 300 дней, как длится война. И такой вопрос, а не половинчато ли оно? Потому что решение КЧС говорит о том, что оно длится только на период чрезвычайного положения в стране. Чрезвычайное положение вводится, как мы знаем, на 3 месяца, потом парламент его, как правило, продлевает. Ну, допустим, вот этот нынешний ЧС истечет, ну, там, через некоторое время, потом, допустим, парламент его продлит еще раз, да, по просьбе правительства. Ну, допустим, еще на 3 месяца. А есть опасность того, что чрезвычайная ситуация закончится, и эти каналы начнут опять транслировать дальше. Не половинчато ли это решение в данном случае? Нет ли каких-то более действенных, окончательных и бесповоротных решений для того, чтобы каким-то образом более эффективно бороться с этой пропагандой, которую мы наблюдаем? Да, это полурешение, я бы сказал, этой проблемы, и действительно по истечению периода чрезвычайного положения решения комиссии будут уже равны нулю, и эти каналы могут продолжить свою деятельность. Напомню, что в некоторых странах, как то балтийские страны, эти телеканалы были запрещены давно. Недавно было принято решение на уровне Евросоюза, чтобы приостановить лицензии некоторых телеканалов, которые являются собственностью людей, против которых были введены санкции. Лично мое мнение заключается в том, что в молдавском законодательстве в принципе должно быть те же самые меры приниматься, и Совет по телевидению и радио должен иметь полномочия, чтобы люди, которые имеют активы в медиакомпаниях Республики Молдова, а они фигурируют в европейских и международных санкциях за коррупцию, за нарушение правового государства, за другие нарушения прав человека, они не могут являться собственником средств массовой информации, потому что они манипулируют общественным мнением через эти средства массовой информации. Я надеюсь, что это только первый шаг к тому, чтобы защитить, наконец, молдавское информационное пространство от иностранного влияния, в данном случае негативного влияния российской пропаганды. Потому что некоторые из ваших телезрителей, может быть, некоторые другие оппоненты могут сказать, что у нас есть и влияние из румынского, идет и румынское влияние в Республике Молдова, и европейское, и американское. Это не совсем так, потому что мы, во-первых, говорим о том, что является пропагандой войны и пропагандой ненависти. Эти телеканалы, в принципе, продвигали этот язык вражды против украинцев в конкретном контексте войны, которую Россия начала в Украине. Они, в принципе, нарушали права украинцев, и они, соответственно, не надо путать свободу выражения мнений и свободу пропагандировать и продвигать язык вражды. Эти телеканалы этим занимались, и это в любом случае является нарушением. Да, у нас в нашем законодательстве есть некоторые проблемы, не в полной мере законодательство Республики Молдова, в том числе в области телевидения и радио, защищает молдавское информационное пространство. Я надеюсь, что это начало более жестких действий по отношению к тем, кто засоряет молдавское пространство медийное. Есть некоторые журналисты, в том числе те, которые работают на этих телеканалах, которые сейчас возмущены, потому что они потеряли... Якобы остаются без работы, да?
да, временно или окончательно потеряли свою работу, они пытаются сказать, что это, по большому счету, это неправильное отношение по отношению к ним, и осуждают меня и другие организации, которые говорят о том, что нужно защищать молдавское информационное пространство. Мне кажется, то есть не кажется, я уверен, что журналистика должна служить общественному интересу. Если журналистика прислуживает каким-то олигархам и через материалы, которые они делают, они продвигают интересы другой страны в Республике Молдова, по большому счету это не является журналистикой. И нужно это понимать и отделять зерна от плевел. Хорошо, а вот в чем проблема? Ну, как бы, я бы хотел попросить вас вот развить эту мысль. Да? Вот они говорят, ну, хорошо, в чем проблема? Мы не говорим о войне, мы вот такие пацифисты, да? Мы за мир, мы за то, чтобы стороны сели за стол переговоров, а вот они не хотят садиться за стол переговоров. Вот в чем здесь проблема? Вот вы могли бы объяснить? Да, тут полно пацифистов в Республике Молдова, и Башкан Гагаузов Ирина Влах в том числе, я вчера видела на одном телевидении, она большая пацифистка, оказывается. Да. Знаете, мы и не знали, да, мы и не знали. Это тоже является формой манипулирования общественным мнением. Нужно говорить людям правду, а правда заключается в том, что одна страна напала на другую страну, и эта война была не спровоцированная, а все попытки сказать, что это НАТО там продвигалось и что-то там делало против России, они равны нулю, потому что по большому счету кто напал, кто начал войну, кто убивает, в том же не только военных, но и невинных людей, гражданских лиц в Украине, женщин и детей, это Российская Федерация. А из каких-то своих интересов, партийных или личных, или бизнес-интересов, которые есть у некоторых гагаузских политиков, молдавских политиков на национальном уровне в России, делать из этого, пытаться оправдывать войну, это по большому счету это преступно. И сейчас выказываться большими пацифистами, это по большому счету повторять те же нарративы, которые выдает российская пропаганда. Почему Россия сейчас ставит большой акцент на якобы переговорах, что россияне хотят переговоров, Путин хочет, а Зеленский никак не соглашается на переговоры? Потому что российская пропаганда настаивает на том, что переговоры начались уже отходя от ситуации, которая есть в данный момент. То есть мы захватили, дальше разговариваем, да? Да, давайте будем дальше разговаривать. Нет, и весь цивилизованный мир ратует за то, чтобы возможность таких переговоров только с условием отвода войск на границы, которые были хотя бы до 24 февраля этого года, уже не говоря о ситуации с Крымом и так далее. Но с таких позиций Российская Федерация сейчас пытается провести переговоры и манипулирует общественным мнением тем, что якобы украинцы и президент Зеленский не хотят. А молдавские политики, которые являются по большому счету агентами влияния России в нашей стране, в том числе Ирина Влах и некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии, повторяют это за российской пропагандой. По большому счету они ничем не отделяются в данном случае от того же Соловьева или от Скобеевой и других российских пропагандистов. Хорошо, а вот доколе вообще свобода слова разрешена вот в таких ситуациях? Потому что мы все привыкли, и, знаете, все говорят, ну вот вы же европейцы, да, вы же там за Европейский Союз, а там же вроде демократия, как вы можете ограничивать свободу слова? Вот и вчера Ирина Влах на одном из ток-шоу, у Анатолия Голя на ТВ-8, говорила, что а вот зачем государство должно запрещать мне смотреть то, что я хочу? Никто не запрещает Ирине Влах смотреть, что она хочет. Она может смотреть по спутниковому телевидению все, что она хочет, абсолютно все. В данном случае речь идет об использовании телеканалами частот, а частоты являются национальным достоянием Республики Молдова. Это то же самое, как телевидение ГРТ за деньги гагаузских налогоплательщиков в новостях манипулирует тем, что оно не рассказывает о войне в Украине. То есть это национальное достояние. И сейчас, после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям временно приостановила действие этих лицензий, этого телевидения, а эти телевидения могут, те, которые являются большими поклонниками этих
телевидение могут их смотреть, допустим, в социальных сетях или где-то там в другом месте. Все могут смотреть российские телеканалы через спутниковое телевидение. Это не означает, что то есть доступ к ним запрещен полностью. Однако национальное достояние Республики Молдова, частоты не могут быть использованы для продвижения войны и языка вражды. Да. Кстати, я еще один аспект очень важный, потому что были разные декларации, в том числе в Гагаузии, и которые гагаузские депутаты, в принципе, повторили за Марией Захаровой, пресс-секретарем Министерства иностранных дел России, те же самые месседжи. Нет, они повторили за Ириной Влах, а Ирина Влах повторила за Захаровой. Вот там этот хор, он очень хорошо поставлен, насколько я понимаю. Да, он такой очень они синхронный, друг за другом, даже не очень сильно в текст вправе этот текст. Да, есть нарратив о том, что, оказывается, через это решение дискриминирует русскоязычных жителей Республики Молдова. Во-первых, давайте не будем обобщать, потому что обобщение тоже является техникой манипуляции. Не все русскоязычные жители Республики Молдова являются подвижниками России, и далеко не все оправдывают войну, которую Россия начала против Украины. Это раз. Во-вторых, есть много телеканалов, которые делают качественный продукт на русском языке. В том числе общественное национальное телевидение, но и другие телеканалы, которые делают контент на русском языке. Мне кажется, что люди, которые привыкли смотреть только телеканалы, лицензия которых сейчас была временно остановлена решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, должны просто посмотреть, какой журналистский продукт представляют и другие телеканалы, с тем, чтобы проинформироваться. И я надеюсь, что они это сделают, потому что в отличие от этих телеканалов, которые по большому счету были пропагандистскими рупорами, будь то Российской Федерации или местных политиков, у которых большие проблемы с законом, я надеюсь, что эти телезрители, потребители СМИ смогут найти достойную альтернативу. Ваши прогнозы, как вы видите дальше развитие ситуации? Будет найдено какое-то более устойчивое перманентное решение или все ограничится вот этими полумерами? Я надеюсь, что будут изменения в Кодексе телевидения и радио Республики Молдова. Я лично буду на этом настаивать, чтобы были изменения в Кодексе телевидения и радио, чтобы дать больше полномочий Совету по телевидению и радио в этой ситуации. Но однозначно мы должны, опять же, следить за тем, чтобы власти не передергивали, чтобы эти решения не могли действительно сказаться на свободе выражения мнений в Республике Молдова. Лично я оцениваю, что это решение было правильным в данной конкретной ситуации. Но будем надеяться, что эта война закончится. И закончится тем, что страна, которая является агрессором, потерпит поражение в этой войне. Это было бы справедливо со всех точек зрения. Но когда эта ситуация, когда мы вернемся к нормальной жизни, будем так говорить, не военной ситуации, нужно следить за тем, чтобы власти, действительно, плюрализм мнений должен быть в любом случае. И это законом предусмотренная норма. И те телевидения, которые не гарантируют плюрализм мнений, должны быть однозначно наказаны. Да, мы должны представлять, и хорошие, профессиональные журналисты должны представлять и позицию официальной Москвы, официального Кремля относительно этой войны. Но очень важно давать людям и контекстную информацию, чтобы люди понимали, кто развязал войну, что такое, на каких условиях Россия хочет этого мира, а не повторять, как сделала Ирина Влах и некоторые депутаты Народного собрания, кремлевские пропагандистские нарративы. Ну и тут, наверное, последний вопрос, очень важный. Он, кстати, встал достаточно остро, хотя мало кто на него обращает внимание, но он стоит достаточно остро в последнее время. Вот мы имеем, вы уже упомянули региональное общественное телевидение. Это один из двух общественных телерадиовещателей. Да? Есть национальный телерадио Молдова и есть региональный ГРТ, Гагауз радиотелевизион. Значит, мало того, что, вот как вы сказали, они о войне вообще ничего не говорят, даже когда
Молдова погрузилась в блэкаут из-за бомбардировок Украины. Мы там практически 6 часов сидели без света, они об этом, ну не знаю, вы говорите, что они ничего не сказали. Об этом было, не было о ракетах, которые упали. Не было о ракетах, которые упали. Более того, и председатель наблюдательного совета ГРТ, и исполнительный директор ГРТ являются организаторами тех самых протестов, где звучали все вот эти вот проклятия в адрес Майи Санду, президента, и призывы идти и договариваться с Россией. Ну, грубо говоря, про российский нарратив. Вы говорите, что эти 6 каналов лишены, нельзя и позволять им пользоваться общественным достоянием как частота для того, чтобы они продвигали эту пропаганду или манипулировали общественным мнением. В случае с ГРТ здесь ситуация еще хуже, потому что, во-первых, они пользуются национальным достоянием, таким как частота, во-вторых, они еще финансируются из бюджета. И люди, которые ходят на митинги, организуют митинги, пророссийские митинги в поддержку агрессора, еще и получают заработную плату из бюджета. Как быть с этим? Ну, это, конечно, ситуация из ряда вон выходящая. И тот факт, что председатель наблюдательного совета является политически ангажированной фигурой, это вообще скандальная история. И мне кажется, то есть мне не кажется, я уверен, что Народное собрание должно с этим разобраться, хотя, насколько я понимаю, исходя из того, кто является депутатами Народного собрания, я так понимаю, что они в принципе, очень рады этой ситуации. Ну, то есть они уже разобрались, исходя из своих интересов? Ну, вот примерно. Да, конечно же. Они просто поставили своего человека там, но более того, я возмущен тем, что этот товарищ, который является председателем наблюдательного совета, еще делает какие-то брифинги, а общественное телевидение почему-то считает нужным давать прямую трансляцию этих брифингов, а потом в выпуске новостей в течение почти 5 минут этот человек делает очень серьезные обвинения, и общественное телевидение не дает точку зрения людей, которых он обвиняет, это является нарушением, прямым нарушением закона. И мне кажется, что и Совет по телевидению и радио Республики Молдова должен заняться мониторингом ГРТ, потому что так же, как и все остальные радиовещатели Республики Молдова, закон обязателен и для телевидения ГРТ. Даже если есть там местный закон, это не значит, что национальный закон не должен быть исполнен. С этой точки зрения я наблюдаю на ГРТ нарушение законодательства, и мне кажется, что Совет по телевидению и радио должен мониторить это телевидение и принимать какие-то решения. Да, опять же, я понимаю, что есть очень разные полярные мнения относительно, к сожалению, пока что у нас еще очень много людей, которые поддерживают действия России в этой войне. Но это не означает, что на общественных телеканалах, будь то национальный или региональный, эта позиция страны-агрессора должна, ну, если не приветствоваться, то хотя бы каким-то образом находить объяснение этому. Это далеко неправильно. А тот факт, что на общественном телевидении очень часто звучат обвинения, не всегда обоснованные, некоторые действительно обоснованные, но очень часто необоснованные обвинения и даже фейковые какая-то информация относительно, допустим, этой кампании ЛГБТ в школах, которые до сих пор гагаузские местные политики, об этом говорят в передачах, а журналисты, которые в принципе должны быть проинформированы о том, что это не компания, которая проводит... И никакой компании нет, по сути, да? Никакой компании нет. Да, это не государственная какая-то акция, а журналисты только поддакивают это. И более того, есть случаи, когда модераторы передач, они в принципе провоцируют своих гостей для того, чтобы они делали заявления против правительства и так далее. Это далеко не журналистский подход. И да, мне кажется, что журналисты гагаузской автономии должны очень хорошо задуматься о миссии журналиста и не пытаться входить в какие-то политические игры местных политиков. Господин Маковей, спасибо большое, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. С удовольствием. До свидания.
Друзья, у нас на связи по скайпу господин Дан Перчун, депутат парламента, председатель комиссии по здравоохранению. Господин Перчун, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли и согласились дать нам комментарий. Ну, господин Перчун, тут как бы разворачивается такой небольшой, скажем, ну, не то чтобы скандальчик, или можно назвать скандальчик по поводу инициативы парламента совместно с Министерством здравоохранения, насколько я понимаю, о передаче больниц районного уровня с баланса районных советов на баланс Министерства здравоохранения. Ну, давайте для начала я попрошу вас объяснить, в чем необходимость этого решения. Да, ну есть в принципе три аргумента, зачем это нужно. Во-первых, для того, чтобы была возможность все-таки управлять структурой в системном плане, чтобы была возможность как бы профилировать, регионализировать определенные услуги. Там, где некоторые больницы имеют компетитивные преимущества, там, где есть технические возможности, знания, условия, предоставлять более сложные и технологически непростые услуги, концентрировать это в определенных центрах. В принципе, это уже происходит, когда мы говорим о родительских домах. Да, роддомах, да, родительские дома, да. Да, есть определенная разница. Есть госпитали типа Дандушенов, где вообще нет такой услуги, потому что там есть профиль населения такого типа, что мало рождаемости, и поэтому для того, чтобы были более доступные и хорошие услуги, ездят в ближайшие районы. Да. Есть госпитали, которые предоставляют такого типа услуг только в случае простых случаев, в более сложных случаях, к примеру, на севере республики ездят в Единцы и в Сорок. То есть определенная такая специализация, она уже происходит и по другим типам услуг, которые высокотехнологически. Очень логично, чтобы эта специализация продолжалась и углублялась. Сразу здесь хочу заметить, что все больницы будут дальше, безусловно, работать. В этом смысле не будет никаких изменений, но вот будет, возможно, определенные больницы, где либо меньше персонала, не такие возможности, будут специализироваться на типов услуг, которые нужны в том районе. И, в принципе, в любом районе нужны услуги по уходу хронических заболеваний, по паллиативным услугам, определенные терапевтические услуги и так далее. То есть те районные больницы, которые могут предоставлять более сложного типа услуги, будут это делать, а в определенных районах, где нет такой возможности, исходя из объективных факторов, будут и дальше предоставлять те услуги, которые нужны населению, но с определенным профилем. Да. И имея в виду, что мы проходим через процесс старения населения, для этой категории, безусловно, нужно и дальше предоставлять такого типа услуги. То есть вот возможность вот такой регионализации, профиль-специализации больниц вокруг реальных нужд населения нуждается в определенной централизации на этом этапе. Во-вторых, наш анализ показал, что хотя районные администрации, они являются сегодня фондатори, да, вот учредителями этих госпиталей, на самом деле вложения со стороны районных администраций очень маленькие. Вот я сейчас готовлюсь к слушаниям, подсчитал, вот с периода с 2016 по 2021 год в среднем в одну районную больницу было инвестировано меньше миллиона лей. То есть в год меньше миллиона лей на одну больницу на данный момент районной администрации вложивает. И понимаете, что это средняя цифра, то есть в принципе большинство больниц это еще меньше. Вот так, смотря тут по списку, могу вам сказать, что где-то в половине это вообще меньше 500 тысяч. То есть, конечно, это очень маленькие суммы, исходя из реальных нужд этих больниц. И, в принципе, реалистично они сегодня финансируются только из того, что идет из министерства, либо из фонда. И в большинстве случаев, конечно, больше всего объема это из
фонду для сигуры, да, медицинское страхование, вот Да, что у них закупают услуги. То есть на данный момент, к сожалению, нет финансовой возможности у районных администраций реально что-то вложить. Возможно, в Гагаузии ситуация разная, поэтому там и нет изменений, но в других районах, к сожалению, вот такая ситуация. И чтобы были вот возможности этих более больших вложений, и министерство за последний год, в принципе, с помощью интернациональных наших партнеров где-то $50 миллионов вложила в больницы, чтобы это и продолжалось и дальше. В том числе, исходя из вот этого желания, происходит изменение учредителя. Да? И не в последнюю очередь, чтобы можно было все-таки гарантировать хорошее качество услуг. На данный момент, вот сегодня, даже если к нам приходят определенные заявки, жалобы со стороны граждан насчет услуг той или иной больницы, реально ни у депутатов, ни у министерства нет никакой возможности что-то поменять в том, как больница управляется, потому что возможность увольнения, либо какого-то санкционирования директора администрации, исходя из того, что плохой менеджмент, не хватает медикаментов, не закупили вовремя, хорошее отношение к больным и так далее, у министерства сегодня нет, потому что учредитель местная власть, а местная власть, к сожалению, иногда, исходя из каких-то политических соображений, не хочет участвовать активно в улучшении качества услуг. И, честно говоря, не всегда знает, как это должно быть, потому что есть национальные протоколы, стандарты медицинские, и далеко не во всех районах местная власть знает эти стандарты и может проверить, насколько они в том или ином случае соответствуют, да? Внедрены. Да. Ну и вот исходя из вот этих трех, да, чтобы была возможность системно управлять структурой и специализировать, регионализировать определенные услуги и гарантировать, что в каждом районе есть то, что нужно именно населению того района, те услуги, которые есть. Во-вторых, чтобы увеличить финансирование. И в-третьих, чтобы была все-таки возможность проверять качество услуг на центральном уровне. Мы сразу сказали, что в принципе это не обязательно, что это как бы финальное решение, да, что это, возможно, будет такой транзиторный период, когда министерство централизует, инвестирует, что-то меняет в структуре системы, а потом передает обратно после того, как и районные администрации сконсолидировались, появились финансовые возможности, возможно, управляют более большими регионами, и уже сама структура была перестроена. То есть я не исключаю, что это такой транзитный этап. Но посмотрим, как пойдет сама реформа и как будут эти изменения. Исходя из этого будет понятно, либо на сколько времени вот это изменение будет иметь место. Главный вопрос, который задают местные органы власти, это нарушение права собственности. Что вы ответите им по этому поводу? Ну, мы, во-первых, консультировали эти проекты с конституционалистами, с юристами. Есть анализ по этому поводу, и есть и прецедент. И, в принципе, есть и решение Конституционного суда. В 2003 году был процесс централизации услуги скорой помощи. До 2003 года это тоже была услуга на местном уровне. Да? В 2003 произошла централизация. И тогда тоже и перешло все к министерству и так далее. В 2003 году тоже была подана заявка в Конституционный суд, и тогда Конституционный суд постановил, что в принципе такого типа централизации не противоречит Конституции. И наш анализ на данный момент то же самое говорит, что в принципе нет легальных проблем по этому поводу. Но это вопрос, который мы будем не сегодня обсуждать на слушаниях, даже не столько исходя из каких-то легальных соображений, а сколько исходя из нужно ли это на самом деле или нет. И, может быть, собственность все-таки оставить под
управления местных властей. Есть такой же пример вот со школами. Там тоже, когда перешли от примарий к районам, если помните, учредителями школ были примарии, в принципе, собственность осталась у примарии, и школы заключили с районами такой договор по концессии собственность, как бы в сдачу в аренду, если вы хотите, на нулевых началах между районными администрациями и примариями. Да. То есть есть и такой вариант. И вот сегодня будем обсуждать. Есть определенные... Есть аргумент насчет собственности. Один из аргументов насчет собственности – это то, что мы видим, в принципе, что в некоторых районах есть у районных администраций такое желание это собственность устранить, передать в какие-то частные руки, либо появляются частные учреждения на территории больниц, которые входят в компетицию с этой больницей, и там эта передача, эта собственность не всегда делается правильно. Может быть, чтобы исключить вот такие случаи, появилась идея с передачей собственности к министерству, но здесь еще нет финального решения, и будем взвешивать плюсы и минусы сегодня и на следующей неделе. Хорошо, а Гагаузия почему исключена из этого процесса реформирования? Вы можете объяснить? Ну, есть закон о специальном статусе Гагаузии. В том числе нужно признать, что, в принципе, местная администрация довольно много влаживает в медицинскую систему, и исходя из вложений, которые были, и из закона о специальном статусе Гагаузии, было принято решение лимитировать вот это изменение только к районным больницам. А ваш энтузиазм Башкана Гагаузии по поводу того, что она беспокоится за другие районы, вас не беспокоит? Как вы это объясните? Ну, это понятно, это чисто политические мотивы. Я так понимаю, что Башкан собирается выходить на национальную арену в определенный момент, готовится, и почувствовала, что это хорошая тема, чтобы, ну, во-первых, попугать людей закрытиями больниц, так как делают и социалисты, и коммунисты. То, что, конечно, неправда, и такого не произойдет, и поучаствовать в национальной дискуссии, не только местной дискуссии, позиционировать себя не только как местный лидер, но и какой-то национальный лидер. Так что это, конечно, чистая политика, то, что происходит. И я думаю, там и в том числе не секрет ни для кого, что Башкан сотрудничает с Кику, там еще про Григоришина говорили в определенный момент, с Чебаном. Есть такое транспартийное, ситуативное, и не только ситуативное, наверное, с определенного центра организованное сотрудничество между разными прорусскими силами в Молдове, и в том числе по этой теме. Господин Причун, господин Титас, спасибо большое, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Желаем вам удачи на слушаниях и ждем финального решения. Спасибо. Спасибо. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Сцена свободы». Не забывайте делиться этим видео, ставить лайки, отправлять его своим знакомым, близким, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Увидимся в следующем выпуске «Сцены свободы» в четверг в 18:00. До свидания.